В эфире программа «События недели» и я, журналист Белла Кварчия. Здравствуйте. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба прибыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию. Как сообщила пресс-секретарь главы государства Нала Авицба, президент проведет ряд рабочих встреч в Москве, а также по приглашению руководства Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко посетит праздничное мероприятие, посвященное 100-летию музыкального театра. В торжественном мероприятии примет участие народная артистка Абхазии и России, кавалер ордена Ахзапша первой степени Хибла Герзмава. 20 декабря после реконструкции заработала Сухумская гидроэлектростанция. В торжественной церемонии открытия приняли участие президент Рауль Хаджимба, премьер-министр Валерий Бганба, члены правительства, депутаты. Мощность Сухумской ГЭС после ремонта составляет около 20 мегаватт. Перепад воды 220 метров, водоизмещение плотины 70 тысяч кубометров воды. Как отметил технический директор гидроэлектростанции Резо Зантари, этой мощности достаточно для подпитки Сухума и Сухумского района в пиковые часы потребления электроэнергии и выравнивания ее потока. В восстановление Сухумской гидроэлектростанции вложено 12 миллионов долларов. На этот процесс ушло более 6 лет. Акт ввода в эксплуатацию Сухумской ГЭС подписали министр экономики Адгур Ардзенба и директор ГЭС Владимир Апухтин. Премьер-министр Абхазии Валерий Бганба совершил рабочую поездку в село Джгярда Чимчирского района. Глава правительства осмотрел территорию у мемориала второму президенту Республики Абхазия Сергею Багапш, на которой ведутся работы по укреплению оползневых участков. Директор государственного предприятия «Абхаз-берегозащита» Игорь Казанба проинформировал о ходе работ, большая часть из которых находится на стадии завершения. Строители возвели вторую подпорную стену, а также еще одно подпорное бетонное сооружение у подножья холма, который позволяет удерживать грунт. 21 декабря состоялось заседание Кабинета министров страны. Члены правительства приняли решение повысить тарифы на электроэнергию для государственных органов и некоторых бюджетных учреждений с 60 копеек до 55 за 1 киловатт в час. Как подчеркнул министр экономики Адгур Ардзенба, увеличение тарифов не коснулось физических лиц. Они, как и раньше, будут платить 40 копеек. Также на заседании правительства было принято решение передать земельный участок площадью 15 гектаров в селе Дранда Гурыбского района под строительство новой тюрьмы. Конституционному суду республики было передано сгоревшее административное здание РУП «Абхазская железная дорога» по улице Дзидзария. На ремонт здания в 2019 году выделяется 50 миллионов рублей. Члены правительства определили квоты допустимого улова на сезонную путину. К политическим событиям недели. 19 декабря в Сухуме состоялся 14-й съезд Республиканской политической партии «Форум народного единства Абхазии», на котором единогласно был избран новый руководитель партии Аслан Барцыц. В работе съезда принял участие президент Рауль Хаджимба, представители других партий и общественно-политических движений, депутаты парламента. В своем выступлении глава государства говорил о результатах деятельности власти, о проблемах и задачах, решения которых не терпит отлагательств. Президент в своей речи обозначил главные задачи, которые должно решить руководство страны в ближайшие годы. В их числе укрепление и модернизация экономики, улучшение инвестиционного климата, выполнение социальных обязательств, обеспечение повышения зарплат, пенсий и пособий, а также дальнейшее укрепление судебной системы и начало активной борьбы с коррупцией. Нужно начать активную работу с коррупцией, предполагающую планомерную реализацию имеющегося законодательства, обеспечение открытости сведений о доходах чиновников, государственных закупках, осуществляемых министерствами, ведомствами, антикоррупционную экспертизу, включая общественную, проектов законов и иных нормативно-правовых актов, затрагивающих гражданские и социально-экономические права людей. В завершении съезда участники приняли резолюцию, согласно которой партия ФНЯ поддерживает политический курс действующей власти, но считает необходимым усилить работу правоохранительных структур в борьбе с социально опасными преступлениями. Кроме того, делегаты съезда обратились к Раулю Хаджимба с призывом обдумать вопрос выдвижения своей кандидатуры на предстоящих в 2019 году выборах президента.
Учредительная конференция общественного объединения «Общее дело» прошла в Сухуме 21 декабря. Учредителями выступили граждане Абхазии. Цель организации – содействие в строительстве и развитии современного независимого правового государства, способного самостоятельно обеспечить внутреннюю и внешнюю безопасность, обладающего ресурсами для решения социально-экономических проблем и потенциалом роста. Был утвержден устав объединения и сформирован Высший совет, куда вошли более 30 человек. Возглавил общественное объединение «Общее дело» кавалер ордена Леона Вадим Смыр, а Тенгиз Джопуа был избран его заместителем. Высший совет организации в течение недели должен сформировать исполнительный комитет, который должен зарегистрировать объединение в органах юстиции Республики Абхазия. Впервые, мне кажется, создается организация не против кого-то и не под кого-то. И удивительно, что многие удивляются, накануне, естественно, президентских выборов, мы с вами собираемся, неужели у вас нет кандидата? Чтобы снять все вопросы, вот я хочу сказать, по крайней мере, у меня нет, и у многих ребят здесь нету. Мы решили собрать круг единомышленников и собрать команду, а потом уже вместе с вами, вместе решить, кто будет кандидат. Коротко о культурных событиях недели. Фотовыставка «Время счастливых находок», посвященная юбилею народной артистки Абхазии Софы Агума, открылась в Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии 20 декабря. Мероприятие было организовано Министерством культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии. Более 70 работ из фотоархива Софы Агума стали фотоисторией Абхазского драматического театра имени Самсона Чанба. Алика Трапш продолжит тему. Народная артистка Абхазии Софа Агума является живой легендой абхазской культуры и настоящим сокровищем театрального искусства Абхазии. За более чем 60 лет творческой карьеры Софа Агума создала более 70 образов, от высокой трагедии до гротесковой комедии. Количество сыгранных ролей свидетельствует о ее многогранном таланте. На фотовыставке «Время счастливых находок» в честь юбилея актрисы были представлены более 70 работ. Фото сделаны в разные годы и фактически отображают весь творческий путь актрисы. На мой взгляд, это лучшее, что может быть в день рождения большой актрисы, когда мы ее сможем поздравить в окружении ее образов, которые все эти десятки лет были на сцене Абхазского театра. К сожалению, наше поколение, может быть, это не застало, но мы видим на прекрасной ретроспективе этих фотографий то, что называют золотое время Абхазского театра, когда разные режиссеры, разный актерский состав спектаклей и мечта посетителя достать один билет. С уверенностью можно сказать, что ни одна сыгранная роль народной артистки Софы Агума не осталась незамеченной. Она неоднократно была удостоена премии за лучшую женскую роль в разных театральных постановках. У народной артистки в списке сыгранных ролей есть и спектакли по произведениям Уильяма Шекспира, Федерико Гарсиа Лорки, Антона Чехова и многих других. Также Софа Агума снималась и в кинокартинах «Время счастливых находок», «Белый башлык», «У самого Черного моря», «Воры в законе» и других. Первая моя партнерша была Софа Агума из больших актеров. Она тогда еще совсем молоденькая была. Вот. Ну, много мы с ней на сцене играли. Вот одна из них из фотографий, да, вместе с ней играли. Ну, Софа великая актриса, естественно, потому что она, вы понимаете, многохарактерна. Она и героинь играла, она и деревенских может играть. Она очень эластичная, она очень глубокая. Вот, естественное, главное, очень естественно. С 2014 года Софа Агума является художественным руководителем Абхазского государственного молодежного театра. Она режиссер постановок «Харлампо и Деспина», «Медведь», «Человек и джентльмен», «Кролики и удавы» и других. По признанию актеров молодежного театра, работать под руководством Софы Агума – одно удовольствие. С ней не то, что легко работать, с ней очень уютно работать, очень удобно, потому что она не как мастер это все преподносит, да, процесс работы, а как мать, как добрейший человек, как друг. Поздравить Софу Агума с юбилеем пришли ее друзья, коллеги, поклонники таланта. Советник президента Владимир Зантария зачитал поздравительное письмо Рауля Хаджимба. Софа Агума поблагодарила всех за внимание и тепло. Она призналась, что театр для нее всегда был неким храмом, где невозможно солгать или обмануть зрителя. Белинский говорил, что театр – это храм.
В храме нельзя врать, поэтому я никогда не вру в театре. В храме он обязательно накажет. В театре это очень мстительно. С полной отдачей надо работать. Всегда энергичная, яркая, народная артистка Софа Гума все так же продолжает трудиться во благо развития театрального искусства Абхазии. Алика Трапш, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение. Открытие камерного малого зала состоялось в Абхазской государственной филармонии. В церемонии открытия приняли участие представители Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии, советник-посланник посольства России в Абхазии Юрий Ясносакирский, искусствоведы и любители камерной музыки. На открытие зала выступил Государственный камерный оркестр страны под руководством художественного руководителя, заслуженного артиста Абхазии Давида Терзяна. Зал вмещает 100 мест. Открытие малого зала состоялось при поддержке фонда президента страны. Этот зал может использоваться не только для музыкальных концертов, он может использоваться для презентаций, скажем, литературных встреч, для вернисажей художников. То есть, и, кроме того, мы планируем все-таки проводить в этом зале огромное количество разноформатных музыкальных мероприятий. Это будут и выступления камерного оркестра, возможно, будут выступления оркестра с солистом. В нем замечательная акустика, он светлый, уютный, комфортный. Мы рады, что это произошло. В преддверии Нового года каждый из нас старается найти возможность поздравить подарком своих близких. Сделать радостным самый главный праздник в году для всех без исключения детей стараются благотворительные организации страны. На этой неделе по всей республике проходили благотворительные акции. Одна из них – «Тепло сердца» – благотворительный аукцион общественной организации «Киараз», в рамках которой состоялся сбор средств на покупку теплой зимней обуви и обогревателей для малоимущих семей Абхазии. Всего на аукционе было выставлено 36 лотов. Это были работы мастеров Саида Возба, Адгура Ампар, Астанды Адлиба, Валентины Хурхумал, Мактина Цвижба и других. Художники безвозмездно передали свои картины организации. Всего на аукционе было продано 17 картин на сумму 185 тысяч рублей. Но на этом благотворительный аукцион «Тепло сердца» не прекращает свою работу. Мне бы хотелось обратиться к жителям нашей страны, которые заинтересуются той или иной работой, но у них сегодня, допустим, не было возможности приобрести эту работу и поприсутствовать здесь. У нас до конца этого года будет длиться этот аукцион. Каждый из желающих может прийти по Воронова 64, выбрать себе картину и купить ее себе в подарок. Что касается самих картин, они будут у нас выставлены на нашей страничке «Киараз». Каждый может пролистать и просмотреть. С 1 декабря в Абхазии проходит акция «Асер Хамтас» или «Подари чудо», также организованная благотворительной организацией «Киараз». До ее завершения осталось всего несколько дней, но пока что не все дети получили ответы на свои письма. О том, как можно исполнить детскую мечту, в репортаже Ирины Аршба. Новый год – самый волшебный и долгожданный праздник. Больше всех его ждут дети, ведь именно они окружены особым вниманием и любовью взрослых. Так случилось, что в Абхазии есть дети, которым нужна помощь и поддержка неравнодушных людей. 4-й год подряд благотворительный фонд «Киараз» организует для своих подопечных малоимущих семей акцию «Асер Хамтас». Каждый ребенок в возрасте от 3 до 13 лет может собственноручно написать Деду Морозу письмо с просьбой выполнить его желание. В этом году таких писем более 600. На 500 из них Дедушка Мороз уже ответил. У нас были определенные правила. Мы, когда обзванивали семьи, мы говорили о том, что нельзя будет просить бытовую технику, там, телевизоры, планшеты, телефоны и велосипеды для взрослых, чтобы не было тех просьб, которые были не разрешены. До 10 числа мы собирали письма, ну и по сей день их собираем, а потом уже после 10 числа стали приходить люди, которые брали эти письма. На данный момент зафиксированных писем 626, но есть еще те письма, которые мы не фиксируем. Мы фиксируем письма с 3 до 13 лет. А детям с 1 года до 3 лет мы делаем от себя символический подарок. Поэтому мы их не фиксируем как письмо, так как мы никому не отдаем его, а просто отдаем какой-то тоже порядковый номер. А так на данный момент у нас в базе уже 707 детей.
Мы прочитали несколько писем. Невозможно представить себе, что в нашей стране есть дети, которые просят в качестве подарка на Новый год нижнее белье, теплые свитера, калоши и учебники. Но такие дети есть. Главная цель акции – подарить детям веру в чудо и показать им, что желания могут и будут исполняться. Любой неравнодушный человек может стать Дедом Морозом для конкретного ребенка. Если раньше в акции больше принимали участие различные учреждения и организации, то сейчас в основном обычные граждане Абхазии исполняют желания детей. Некоторые подарки получились у нас огромных размеров, да, то есть большие. Чьи-то подарки получились маленькие. Это все зависит не от того, что наша организация кого-то любит меньше или кого-то больше, а просто за счет того, что люди, которые приходят и забирают эти письма, ну, их финансовое положение тоже не всегда как бы одинаковое, да. Наши подопечные должны понимать, что все эти подарки, которые их дети получат в новом году, все это сделали обычные, простые люди. Это коллективы, это целые классы, это студенты. Каждый год именно вот в этой акции принимает участие огромное количество людей. Всех благодарю, и я надеюсь, что наши дети все останутся довольны. Разные письма, разные подарки. Иногда дети пишут желания целыми списками, и исполнить их сложнее всего. Но в любом случае, каждый ребенок, написавший письмо, не останется без внимания и получит к Новому году один из самых желанных подарков. 29 декабря для всех детишек из семей подопечных благотворительной организации «Кераз» в абхазском и русском театрах будет организован показ новогодних представлений. Здесь же им будут розданы и подарки от Деда Мороза. Организации и общественные объединения, которые инициируют различные благотворительные акции, помогают многим семьям с небольшими финансовыми возможностями справиться с конкретной жизненной ситуацией. И это немалая поддержка для государства, у которого достаточно скромные возможности для оказания социальной помощи людям в полной мере. О том, как много граждан в республике нуждается в государственной поддержке, какие это категории и что делается на законодательном уровне для решения проблем малоимущих слоев населения, мы побеседовали с депутатом Народного собрания, главой парламентского комитета по социальной политике, труду, здравоохранению, демографии, делам ветеранов и инвалидов войны Алхасом Джинджолия. Здравствуйте, Алхас Владимирович. Добрый день. Спасибо, что согласились ответить на наши вопросы. Тема нашего разговора о социальном положении наших граждан. И я бы хотела узнать ваше мнение о том, как вы его оцениваете. Как много людей у нас проживают, которые испытывают материальные затруднения. Как много людей нуждается в материальной помощи. Вот какова ваша картина, ваша оценка, и есть ли у вас какие-то данные на этот счет, вот выраженные в цифрах? Мы данными оперируем, предоставляемыми нашим официальным органам, комитетам по госстатистике, во-первых. Основываясь на них, приходится строить наши планы по работе. Их же используют в работе над законопроектами. К сожалению, или к счастью, не знаю, не всегда они совпадают с реальностью, к счастью, говорю, потому что в некоторых вопросах картина лучше, чем предоставляет Госстат, в некоторых хуже. Но в частности, в работе над последними законопроектами пришлось и самим собирать данные, ездить по селам республики и собирать данные, перепроверять их, качественные показатели, количественные. Что касается социального положения граждан, здесь ничего нового, к сожалению, сказать в описании не могу. Да, оно сложное, да, растет расслоение между, так скажем, состоятельными людьми и бедными людьми. Низкий прожиточный минимум, к сожалению, не соответствует действительности. Сейчас он официально признан 6700 рублей, достаточно низкая сумма. Количество людей оценить, находящихся за чертой бедности, тоже из-за того, что нет четкого показателя, где эта черта бедности, тоже трудно оценить. Плюс ко всем нашим традиционным проблемам, то есть это изолированность нашего рынка, отсутствие доступа внятного наших товаров на рынки там, соседних других стран.
Плюс ко всему присоединились эти беды, вы знаете, с этими вредителями инвазивными, которые поразили сельское хозяйство, особенно в Восточной Абхазии, просто катастрофический ущерб наносят, и к которому мы еще не успели принять каких-то контрмер. Все это отразилось, и все это опосредованно вызывает, конечно, и социальную напряженность, недовольство простого человека. Это вещи, конечно, угрожающие. Государство вкладывает, и так при наших скромных возможностях какие-то изыскивает способы, чтобы это как-то сгладить. Насколько активно государство проводит социальную политику, насколько она эффективна и достаточно ли вообще возможностей для этого у нас есть? Возможностей для проведения социальной политики ни в одной стране, по-моему, их достаточными назвать нельзя, тем более в наших стесненных условиях, конечно, недостаточно. Конечно, хотелось бы сделать больше для малообеспеченных слоев населения. Приходится исходить из того, что у нас есть. Единственное, что, к сожалению, надо заметить, есть случаи неправильного распределения ресурсов. То есть неправильная оценка ситуации приводит к неправильному распределению скудных ресурсов. То есть, если быть более конкретным, неправильное распределение льгот для населения, как это ни странно не звучит. То есть оказывается, что какая-то часть бюджетников или многодетных семей не обладает теми льготами, которые обладают более, так я считаю, обеспеченные слои. Такой дисбаланс стал заметен, вот это пытаемся исправить. С чем обычно к вам приходят люди? Часто ли они приходят за решением своих проблем? Вот ваш социальный комитет, да, скажем так? Подавляющее большинство — это два направления. Это по медицинской тематике, то есть это, как правило, либо выезд на лечение, с которым просят помочь, либо определить в больницу, либо изыскать средств для поездки. И в меньшей степени помощь по лечению в местных медучреждениях. И второе направление — это просто материальная помощь. Последствия наводнений, пожаров, тех же клопов, многодетные, по жилью огромное количество людей приходит. В течение прошлого года проведена огромная работа совместно с Кабмином. Мы инициировали разработку и принятие жилищной программы. Я считаю, это вообще одно из главных достижений наших. Если порядок помощи, выдачи квартир, их приобретения удалось вложить в какие-то внятные, более-менее законные рамки, очерчены группы населения, кто может рассчитывать на эту помощь. И как пробный шар в этом 19-м, вернее, наступающем году попытаемся запустить. Это как пилотный проект, как сейчас модно говорить. Если он себя оправдает, мы сможем эту ситуацию развивать дальше и выйти вообще на цивилизованные способы решения жилищных вопросов. Это вообще, я считаю, большим достижением. Может быть, вы более конкретно сможете назвать сроки, хотя бы ориентировочные? Сроки, к сожалению, я не могу уточнить, потому что это уже все во власти Кабинета министров. Конечно, это вопросы финансирования этой программы. Здесь уже мяч на поле Кабинета. И как будут возможности, там относятся к этому достаточно с воодушевлением приняли. Не думаю, что это сейчас отложит долгий ящик, учитывая, насколько острая проблема. В парламенте, в частности, ваш комитет занимался продвижением закона о многодетных семьях. На какой он сейчас стадии? То есть там, по-моему, он принят в первом чтении, да? На какой он сейчас стадии, когда будут его вновь рассматривать и что вы вообще ждете от него? Значит, проект закона по многодетным, как вы сказали, первое чтение прошел. 28 декабря будет сессия, последняя этого года. Надеюсь, мы вынесем этот закон, принять его во втором чтении. Там промежуток между первым и вторым чтением затянулся, потому что мы пытались туда вложить в этот закон, пытались разработать проекты социальной направленности для поддержки этих многодетных, то есть предметная помощь в виде каких-то помощи, с чем сравнить, приобретают теплицу, мотоблок, что-то в этом роде. К сожалению, этого не удалось пока сделать, но эту лазейку мы оставили с 2021 года. Та основная часть закона мы будем настаивать, чтобы была принята и начала действовать с января
2019 года. То есть те льготы, чтобы не ждать принятия решения той части, основную часть закона постараемся применить уже. Скажите, чем еще парламент занимается в смысле улучшения социального положения граждан, скажем так, на законодательной основе? Конкретно, если говорить о конкретных, вернее, вещах, там, вот наш коллега Леонид Михайлович Чамагова подал эту идею, и Кабмин, я думаю, ее услышит и примет к действию. Как известно, у нас есть категория граждан, обладающая российским гражданством, так называемым красным паспортом, и не обладающие. Наши граждане, конечно, они в меньшей степени получают социальные льготы, то есть и пенсии, и полис сейчас медицинские и так далее. Вот для не граждан Российской Федерации, то есть для граждан Республики Абхазия, было предложено увеличить пособие хотя бы на какую-то сумму, там выдвинули предложение, это круглые сироты, дети-инвалиды разных категорий. Тоже, казалось бы, мелочь, но из таких крупиц потихоньку набирается какой-то соцпакет. Сейчас планируется приступить к работе. В том году мы просто не смогли группу собрать подходящую. В этом году уже наступающем приступим к этому. Наверное, закон огромный есть, к которому надо подступиться об основах социального обслуживания граждан. То есть это такой закон, основа базовый, что ли, для социальной сферы, где будет четко, наконец-то, расписано, кто чем должен заниматься, и причем на злобу дня. Что все нормативы по социальной работе просто устарели и ушли в небытие вместе с Советским Союзом. Никак не соответствует действительности. Это отдельно. Фонд Асхара свою работу продолжает в отдельном русле. То есть фонд Асхара сейчас отчитывался о проделанной работе. Большой объем работы провели. Надо помогать, надо их поддержать, как и другие фонды, собственно. Помимо этого, знаю, что внесен, и мы тоже косвенно, так пока назову, принимали участие, подана концепция, значит, по реформе пенсионного законодательства. Важнейший момент, который в сочетании с российскими специалистами, с представителями Пенсионного фонда России, Минсоца российского, то есть в контакте наши учреждения с ними находятся, и такой совместный труд. Важнейшие законы содержатся в этой концепции, которые необходимо срочным образом принимать, то есть это законы о персонифицированном учете данных и страховании пенсий там, и так далее. Ряд 4, по-моему, входящих законопроекта, которые просто мы должны были принять, образно говоря, еще вчера. И это все, если будет принято, будет отрегулировано работа пенсионного фонда в плане именно вот учета пенсионеров, учета этих категорий пенсионных. Вернусь к тому, с чего начал. Правильное распределение льгот, пособий, более разумное, конечно, это отразится на наших гражданах. Кто-то получит то, чего давно недополучал, наконец-то. Идут согласования, ознакомления с концепцией, вносятся туда предложения. Там тоже не все так однозначно, как кажется. Труд огромный, это 4 законопроекта, причем такие тоже достаточно базовых, требующих затрат, требующих осмысления полного. Это ответственные такие шаги надо принимать. Какова, на ваш взгляд, картина, ситуация с детьми-сиротами и детьми, проживающими в неблагополучных семьях? В какой форме, может быть, нужны здесь, в Абхазии, приюты? Насколько остра, на ваш взгляд, проблема и насколько необходимы такие институты для того, чтобы как-то защитить ребенка? Ну, если глобально говорить, конечно, все наши проблемы, и не только с детьми-сиротами или неблагополучными семьями, конечно, от нашей бедности в подавляющем большинстве случаев. И бедности я имею в виду не от того, что эти семьи бедные, а от того, что у государства нет средств, чтобы решать, помогать эти проблемы решить. Все, что мы пытаемся придумать в этой сфере, уже кто-то придумал, закончил, поработал над ошибками, улучшил. Надо просто внимательно относиться к опыту Российской Федерации, других стран, стран СНГ, где этот путь от советских позиций уже люди проходят. Что касается сирот и неблагополучных семей, детей, вернее, из них, здесь бы раздавались голоса о создании детских домов. А вы знаете, что Российская Федерация к 20-м годам решила отказаться вообще от такой формы, как детский дом, ввиду неэффективности и финансовой, и чисто по-человечески
Они считают, что не выполняет эта форма своих обязательств, задач по воспитанию ребенка в нужном русле. Они уходят к приемным семьям, приютов семейного типа. Совершенно другие формы, гораздо проще, гораздо более теплые, по-человечески хотя бы. Вот в этом направлении нам надо работать. Но нам надо опять-таки сперва статистически узнать, сколько их на самом деле, относительно чего, какого критерия считать семью неблагополучной. Конечно же, надо строить, создавать, или как я не знаю, как приемник, раньше называлось приемник-распределитель, сегодня называют кризисный центр, куда люди могут просто прийти и пожаловаться, обратиться, вот у нас беда, примите. Есть люди, которых надо просто накормить, напоить, согреть. Мы уже до такого дошли, что и в этом есть острая необходимость периодически возникает. Это и сельские жители, это и городские жители, это и молодые семьи, уже пожившие, как говорится, достаточно долго. Это и с детьми, и без детей. У нас весь спектр проблем у нас, к сожалению, весь присутствует. Вот спектр решения этих задач никак не можем расширить. А есть статистика таких? Ну, статистика у нас на каждый вопрос по 3 базы данных. Вот когда сейчас с горечью у сотрудников милиции своя база данных, в прокуратуре своя, у фондов наших девочек, вот эти Киараза и Ашана, у них своя база данных, Минсоц своя база данных. Ну, они должны быть, видимо, в одной как-то сведены, раз все занимаются одним вопросом. Кстати, это будет уже в начале следующего года, это технически не получилось успеть, будет принят закон о профилактике безнадзорности и беспризорности, где наконец-то четко будет расписано, кто чем должен заниматься в отношении этих детей, какие обязанности функциональные нести. Фактически мы ничего там принципиально нового не вкладываем, он более модернизирован в силу там вопросов координации между собой органов власти, кто занимается этой проблематикой, более четко отразить их обязанности, что стало тоже неочевидной необходимостью. Ну и примерно описываются там направления, в которых надо работать, опять-таки, по этим кризисным центрам и так далее. Конкретики больше вносит закон вот в отношении госорганов, так скажем. Вы затронули тему сотрудничества с благотворительными фондами, кто занимается детьми, там, многодетными семьями. Могли бы вы сказать, насколько тесна вот эта взаимосвязь и вообще оценить действенность, эффективность и работу вот благотворительных фондов в наши дни? Сейчас вот не за горами Новый год, и все пытаются помочь детям, оказать какую-то помощь, сделать праздник более радостным. Конечно, можно только приветствовать. С одной стороны, можно там с философским видом сказать, что надо дожить до тех дней, когда у нас отпадет необходимость в благотворительных фондах, просто в силу их ненужности, так грубо скажу. Ну, с другой стороны, в реальности, конечно же, любая помощь в нашей жизни необходима. И все эти фонды выполняют огромный объем работы. За это им, конечно, отдельное спасибо. Но, надеюсь, со временем, когда органы соцопеки, допустим, там, или подобные им выйдут на запланированную мощность, соответственно, фонды смогут переключиться на другую, более предметную там, и узкоспециализированную помощь. И Новый год — это все, конечно, прекрасно, конечно, надо помогать, конечно, надо детям в первую очередь сделать этот Новый год. Но потом настанет рутина, когда надо будет изыскивать деньги для ремонта домов в селах, приобретения одежды. Вот этой рутиной, чтобы мы не забыли заниматься. Рынок благотворительности — это такое некрасивое слово, рынок благотворительности, но объем этой помощи в мире, он просто гигантский. В этом плане наше общество только учится, только приняло в виде фонда вот эту форму этой благотворительной. Этому надо учиться. Помощь нужна это не только тем, кому помогают, но и тем, кто помогает. Для них это, я думаю, не последнее занятие в моральном плане. Она делает нас сильнее. А вы не считаете, что вот как-то вот эти люди, которые занимаются благотворительностью, учат наше общество быть просто добрее, гуманнее, думать не только о себе? Это тоже, наверное, важно для того, чтобы общество немножко менялось. Общество, знаете, они учат не только хорошим, позитивным вещам. Я как бы не думайте, что все время хочу ложку дегтя запихнуть, но с ними, когда в контакте поработаешь, что увидишь, что они учат людей еще и издевенчеству, и учат людей еще и тому, что
Можно и не работать, и просто прийти лишний раз написать жалобу, просьбу, и тебе придут, помогут. Вот в этом плане фонды наши немножко, вот мы дружим, конечно, но все время за это мы ругаемся. Надо заставить их работать, людей работать, заставить, казалось бы, грубо звучит, но есть семьи, где вот так надо ставить. Может быть, не заставить, а дать возможность? Давали возможности. Это же все проверяется. Ну, каждый потом. случай, наверное, индивидуальный. Да, ну, такие появились тенденции, их лучше пресекать на корню, чем эти люди, извращенные помощью, знаете, как трудно им потом помочь и поставить их детей на правильный путь. А там доходило дело до трагедии, хочу сказать, поэтому не голословно это говорю. А так, конечно, наши люди должны видеть, должны знать, что есть эти фонды, как это хорошо помочь ближнему, что это в таких приятных формах происходит, когда идет благотворительный марафон, концерт или сбор средств, выставка и так далее, что на это надо жертвовать, что этим надо заниматься. Ну и о планах еще раз на следующий год. Вы сказали о законопроектах. Возможно, у вас есть еще какие-то наметки или же, допустим, просто какие-то встречи с людьми, выезды, допустим, в те же села или встречи с какими-то экспертами. Могли бы об этом сказать? Ну, выезды в села мы планировать не можем, потому что это перманентно и так происходит весь год. Они сюда приезжают, здесь у нас вот в концовку года постоянно обращаются наши медовики, их так называем, селяне, пострадавшие от клопа, там собравшись, обращаются. То есть здесь делегаций столько приходит, что иногда и ехать никуда не надо, люди с проблемами сюда приходят. А что касается более глобальных планов, как бы, ну, иногда затрудняемся даже правильно сформулировать задачу, когда смешно не звучит, но, видимо, пришло время пересмотра социальной политики в нашей стране вообще, переоценки ценностей такого своего рода и правильное выставление приоритетов социальной политики. Надо уже сформировать какой-то социальный минимум и услуг, и льгот, и так далее. То есть тот пакет, который человек гарантированно, гражданин Абхазии, получит в случае там беды какой-то. Потому что хаотическое распределение льгот надо заканчивать. Оно бьет по бюджету, оно бьет по эффективности этой же помощи. Огромное число категорий льготников, пенсионеров надо не уменьшать выплаты, иногда неправильно понимает, а правильно их локализовать, правильно разделить и приведет к более рациональному использованию средств. Значит, больше помощи окажешь тому же человеку. Вот в таком плане будем двигаться. Более предметно это отразится, наверное, в законе о основах соцобслуживания, если мы его вообще успеем в этом наступающем году переработать и принять. Слишком он объемный, так скажем. Спасибо за интервью. С наступающим вас Новым годом. Вам спасибо. Исполнению планов. Спасибо. До свидания. Всего хорошего. К новостям субботы. 22 декабря энергетики Абхазии отмечают свой профессиональный праздник. Трудно переоценить значение работы энергетиков, чьим неустанным трудом создается одно из самых необходимых благ – тепло, которое обеспечивает комфорт в домах, школах, больницах и офисах. Энергетика стратегически важная для страны отрасль. Труд абхазских энергетиков является залогом стабильной работы всей энергосистемы страны, перед которой сегодня стоит ряд острых проблем. Главная из них – ветхость сетей и оборудования. В собственности абхазской энергетики находятся Ингургэс и Перепадная ГЭС-1. Примерно у 80% энергетического оборудования в Абхазии срок износа составляет более 50 лет. Энергетическое хозяйство страны включает в себя большие подстанции, магистральные линии, трансформаторы и сети. РУП «Черноморэнерго» проводит систематическую работу для нормального функционирования энергосистемы страны, налаживает платежную дисциплину, обучает квалифицированных специалистов. Для решения кадровой проблемы по инициативе РУП «Черноморэнерго» Абхазский государственный университет подписал рамочное соглашение о взаимодействии с Московским энергетическим институтом. С Днем энергетика работников и ветеранов энергетической отрасли поздравил президент Абхазии Рауль Хаджимба. Ваш труд заслуживает признательности и уважения. Пусть в вашей работе будет как можно меньше непредвиденных ситуаций, аварий и перебоев, говорится в частности в поздравлении президента.
И в продолжение темы благотворительности. В Сухуме на площади Свободы в субботу стартовал зимний арт-маркет, в котором представили свою продукцию около 75 участников, мастеров хендмейда, кулинарии, народных промыслов и многого другого. Часть вырученных средств, заработанных в ходе арт-маркета, будут направлены на благотворительные цели. На ярмарке мастеров побывал Саид Джарсалия. Несмотря на пасмурную погоду, на площади Свободы было многолюдно. Мастера из городов и сел, а также гости столицы представили посетителям большое разнообразие ручных изделий из различных материалов. Для участия в арт-маркете на социальных страницах проекта мог зарегистрироваться любой желающий. Как отметила автор идеи и одна из организаторов арт-маркета Ксения Ирисова, главная цель проекта – это обмен опытом и интересами между участниками и посетителями. По ее словам, ежегодно не только растет количество участников, но и расширяется их география. На этот раз формат арт-маркета объединил в себе два проекта. Это арт-маркет, фестиваль современного искусства и хендмейда, и сельскохозяйственная ярмарка еды. Сегодня присутствуют представители Сухумы, естественно, Гагры, Ачимчиры, нескольких сел, таких как Атара Армянская, Лыхны и других. Также у нас участвуют гости республики, то есть многие города Российской Федерации. Это люди, которые приехали в отпуск, но не могли удержаться и участвуют в нашем рождественском фестивале. В рамках арт-маркета были представлены работы кондитеров, художественная роспись предметов интерьера, хендмейд-куклы, ювелирные изделия, новогодние венки, елочные игрушки, мыло ручной работы, декоративные изделия из строительных материалов. Умелец Каролина Колосова из Донецка отметила, что в первый раз участвует в подобном мероприятии. По ее словам, заинтересованность в создании мыла своими руками была давно, но серьезно этим делом она стала заниматься 4 года назад. Поскольку я биолог-химик по образованию, поэтому это мне близко. И начала сначала делать мыло для себя, для друзей близких, дарила. А потом пригласили на арт-маркет, пошло. На прилавке участницы Алины Элизбария лежат букеты из сухоцветов, подсвечники, конверты, разнообразные новогодние игрушки. Хозяйка изделий призналась, что решила попробовать для себя что-то новое и подготовилась к новогоднему мероприятию. Лично я первый раз, наш магазин уже второй раз выставляется. В основном это сухоцветы. Мы собираем, делаем композицию из них. Сегодня, как и все, новогодняя тема. В основном мы можем по 3-4 работы в день сделать свободно. Все очень красиво, все от души сделано. Нет такого, чтобы прям хочется что-то выделить. Создавать новогодние венки очень кропотливая и сложная работа, говорит участница Лана Чхинджерия. Выполнить ее пришлось за короткий срок, но итогом она довольна. Я участвую в арт-маркете первый раз. Свои венки я делаю из разных материалов. Но этот венок я потратила, если суммировать, 3 дня. Сначала нужно было собрать шишки, это было очень сложно. Далее нужно было сделать основу, это заняло 1 день примерно. И следующий этап – это украшение игрушками. На арт-маркете можно было увидеть и кондитерские изделия. Шоколадные конфеты Астанды Аджинджел изготовлены из чистого гранулированного сырья шоколада без добавления консервантов. Мы делаем конфеты ручной работы из бельгийского шоколада, натурального. У нас оно есть здесь. Как видите, хотим дальше расширяться. Конфеты свежайшие. Мы делаем их даже начинки мы делаем, например, мятную. Да? Мы берем мяту со сливками, настаиваем. Все у нас натуральная ручная работа. Наша цель показать это народу, чтобы люди привыкали к экологически чистым продуктам, чтобы без консервантов, чтобы было все, как говорится, для здоровья полезно. Игрушка, сделанная своими руками, всегда будет отличным подарком на Новый год. Идея шитья кукол пришла ко мне давно, когда в доме появилась швейная машинка, поделилась мастерица Ольга Кварча, которая участвует в арт-маркете не первый год. Эти куклы из текстиля, набитые холофайбером, они такие мягенькие. Есть у них еще, у некоторых кукол, скелеты, все как у человека. В общем, от выкройки и до окончательного результата, до платья, прически, это все делается вручную. В
В арт-маркете также приняли участие представители молодежного центра «Абхаз-Деск». Свои поделки из дерева, бумаги, пластика и камней они изготовили за очень короткий срок. Все вырученные средства от продажи этих изделий пойдут на благотворительность. Молодежь Абхаз-Деск решили поддержать фонд Ашана и поучаствовать в арт-маркете. У них на подготовку было мало времени, но собрались и подготовили поделки ручной работы, разнообразные, интересные, творческие. Каждый желающий может приобрести поделки ручной работы на нашей стоечке. Все вырученные средства пойдут на лечение нашего подопечного Леона Гирия. Все участники мероприятия в той или иной степени были уникальны. Каждый из них в меру своих сил и умения воплощал дух рождественской и новогодней ярмарки. Арт-маркет завершится 23 декабря, и по традиции часть вырученных от продажи продукции средств направится на помощь многодетным и малообеспеченным семьям. Саид Джарсали, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение. На этом наш эфир подошел к концу. Я желаю вам всего доброго и до встречи в эфире.